Здравствуйте! В эфире «Молодежные дебаты» и я ведущая Елена Янак. Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для создания нормального течения физиологических и психических процессов, что снижает вероятность различных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни человека. Здоровье – это бесценное богатство каждого человека в отдельности и всего общества в целом. Напомню, что тема нашей сегодняшней программы – здоровый образ жизни и его ценности. И об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями студии: Степаном Караяни, Недялко Артемом, Стояновой Мариной и Недялко Иваном. А также сегодня у нас в гостях эксперт Петр Мордарь, кандидат в мастера спорта по самбо, пятикратный чемпион Республики Молдова и многократный призер по дзюдо. Но перед тем, как мы перейдем к дискуссии, мы посмотрим короткий репортаж. Тема здоровья – одна из самых главных и часто обсуждаемых тем. Есть люди, которые ведут здоровый образ жизни, а есть те, кто в этом не заинтересован. Съемочная группа АТВ провела опрос среди горожан и спортсменов и узнала, как люди относятся к своему здоровью. Многие не придерживаются здорового образа жизни, потому что они просто им или лень, или, к примеру, просто не считают здоровый образ жизни чем-то обязательным. Или, к примеру, даже взять простой пример – то, что они считают еду такой невкусной, короче, вот. И из-за этого молодежь не придерживается здорового образа жизни. Таких людей достаточно много, но при этом мне кажется, что с каждым годом их становится все меньше, потому что здоровый образ жизни все больше набирает популярность в связи с интернетом. Однако же точно с такой же точки зрения могу сказать, что много людей из молодежи принимает плохие привычки, такие как курение, алкоголь, исходя из того, что, возможно, их родители этим занимаются, другое поколение, либо же они смотрят различные фильмы и сериалы, в которых это пропагандируется. По словам примара города Камрад Сергея Анастасова, у нас есть возможности заниматься спортом, и примария делает все необходимое для того, чтобы обеспечить жителям необходимые условия. В Камраде имеется много спортивных площадок по мини-футболу, и спортивные комплексы во дворах есть, и установили десятки турников. Сейчас и стадион перестраивается новый, буквально после августа месяца будет еще больше возможностей и для не только здорового образа жизни, но и для такого спортивного другого. И хочу отметить, что у нас дети в нашем городе ходят во все секции. Секции у нас при примарии муниципе Камрад около 10 секций. Это и карате, тэквондо, и футбол, шахматы, у нас все это есть. Для того, чтобы быть здоровым и чувствовать себя отлично, важно и необходимо заниматься спортом, отметили спортсмены и жители. Также они рассказали о его плюсах и минусах. Давайте начнем с минусов. Минусы в спорте, я считаю, что это травмы однозначно, потому что когда у тебя какая-то определенная травма, ты не можешь тренироваться. И это выбивает тебя из твоего режима. Я считаю, что в спорте плюсы – это, во-первых, ты улучшаешь свое здоровье, во-вторых, ты тренируешь свою силу воли, дух и разные ментальные качества, ну, естественно, и физические качества. Ты, то есть, считайте, прокачиваешься и здесь, и здесь. Занималась танцами, и когда я их бросила, я заметила кардинальные изменения в моей жизни. Мне стало труднее, даже некомфортно в своем теле, я начала набирать вес. Спорт, конечно, помогает здоровому, помогает мне в этом. На данный момент в Камрате функционирует муниципальная спортивная школа, а также есть возможность заниматься различными видами спорта – футболом, волейболом, шашками, шахматами, карате, тэквондо и другими. Сегодня мы хотим поговорить с нашими участниками о том, достаточно ли уделяется внимание спорту как со стороны наших властей, так и со стороны молодежи. Ребят, для начала, прежде чем обсудить эту тему, давайте для себя обозначим, что для вас означает здоровый образ жизни. Как вы это понимаете? Кто хочет первый, кто смелый? Здоровый образ жизни, он включает в себя комплекс не только физических каких-то упражнений, но это плюс здоровое питание, это психологическое состояние самого человека. Потому что нельзя сказать, что человек ведет здоровый образ жизни, если он физически выполняет какие-то нормы, здоров,
но есть какие-то стрессовые ситуации, есть какое-то психологическое воздействие, то нельзя сказать, что в комплексе этот человек ведет, в общем, здоровый образ жизни. Оно по всем параметрам должно включаться. И чисто занимаясь спортом, опять же, нельзя сказать, что это есть здоровый образ жизни. Это включает в себя и досуг, и какие-то развлечения. То есть, с одной стороны, спорт может и вредить. Как бы, Конечно, да? конечно. По большому счету, профессиональный спорт по итогу он и вредит, да. Так что для здорового образа жизни нужен умеренный такой темп, так скажем. Иван, вы как профессиональный спортсмен, что для вас вообще, вы лучше, наверное, в этом разбираетесь, здоровый образ жизни и вообще вредит ли спорт, вот, по мнению Спорт Степана? вредит, если ты тренируешься один, например, без тренера. Без тренера ты не знаешь, что сделать. Тренер тебе всегда дает норму, он знает, он прошел это, он знает, что тебе можно давать, а что тебе навредит в дальнейшем. А вообще здоровый образ жизни, это же не всегда возможно, что связано со спортом, да? Что в вашем понимании? Ну, это и правильное питание, и режим, не гулять до ночи, например. Это все вредит твоему здоровью. Ты должен все соблюдать. Если ты один день соблюдаешь, 2 дня не соблюдаешь, то это тоже нельзя считать здоровым образом жизни. То есть спортсмены, профессиональные, они Всегда должны соблюдать режим. Угу. Спасибо. Марина, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вообще в вашем понимании, что такое здоровый образ жизни? Ну, мне кажется, что здоровый образ жизни, он больше направлен на сохранение и укрепление человеческого организма в целом. В здоровый образ жизни входит как питание, так и сон, режим дня и все в этом духе. А как вы считаете, вот наш климат, наши условия способствуют вот этому соблюдению режима, хорошему, вот что мы здоровая молодежь? Ну, наверное, не совсем, потому что очень много автомобилей, которые вот выделяют этот газ, и мало деревьев у нас. И поэтому не думаю, что на 100% можно. То есть надо, как бы, проблему выявили, побольше сажать деревья, да? Да. Это все равно все в комплексе, оно все равно как-то влияет на организм. Спасибо. Артем, скажите, пожалуйста, вот в вашем понимании, что означает здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни, я считаю, это вот полностью кардинально меняет взгляд на жизнь. То есть человек, который ведет здоровый образ жизни, и тот, который не ведет здоровый образ жизни, они по-разному смотрят на жизнь. И, в общем, то есть... Как говорилось в репортаже, одно мнение, что это и менталитет, как-то да, и физический, вот, как общество, вы считаете? Да. Влияние. Хорошо, спасибо. Всегда считала, что воплощение здоровья – это молодежь, да? Мы молодые, у нас много сил, мы полны энергии, креативные. Как вы считаете, такая же крепкая молодежь сегодня, в нынешнее время? И какие условия, что вообще согласны ли вы с этим? И если нет, что мешает быть здоровым человеком, здоровой молодежью в наше время? Кто хочет, кто считает как? Я считаю, что всегда будет половина, которая за здоровый образ жизни, половина, которая не ведет здоровый образ жизни. То есть не исчезнет вот это, которые ведут нездоровый образ жизни. В наше время все больше набирает обороты, что выходит из моды курение, алкоголь, но я считаю, что все равно вот эта часть людей всегда будет с нами. Которые не курят? ведут, да. Ага. А вот среди ваших друзей, молодежи, что вы замечаете, какая тенденция больше? Вести здоровый образ жизни или все-таки... Ну вот я как сказал, вот среди моих друзей вот половина за здоровый образ жизни, а остальная половина... это вы как бы по своему опыту, да? Да. Спасибо, Марина. А вот среди ваших друзей, как вы замечаете тенденцию? Есть ли тенденция больше вести здоровый образ жизни или же все-таки вот молодежь? Мне кажется, что такая тенденция появилась, потому что сейчас молодежь стала уделять больше внимания своему физическому развитию и здоровью в целом. Почему? С чем это связано? Наверное, с интересами, потому что сейчас есть очень много видов спорта, и каждый подросток или молодежь сможет выбрать для себя такой вид спорта, который его по-настоящему заинтересует и будет привлекать и мотивировать заниматься им. А какие качества вообще развивает в себе вот этот спортивный дух, когда вы занимаетесь чем-то? Что это дает вашему организму, какие возможности, силы? Да, дает силу, бодрость, уверенность в себе, закаляет дух.
Спасибо. Степан, скажите, пожалуйста, как часто вы занимаетесь спортом и вообще ваше отношение к здоровому образу жизни? Отношение- Вы сказали, что есть разные мнения, да? Кто-то за, кто-то против. Вы как Да, у относитесь? меня довольно-таки положительное отношение к спорту. Занимаюсь я, к сожалению, не так много. Так скажем, не тем профессиональным, тем умеренным спортом Ну, для да. поддержания тонуса, для физического состояния. Но в ряду причин, так скажем, пока не получается в полной мере по плану все выполнять. Но это в ближайшем будущем все планирую. Я надеюсь, все-таки достигну этого. Но все-таки, как даже Артем сказал, влияет на негативно тоже курение, алкоголь. Ну, помимо этого, сегодня, к сожалению, есть очень много гаджетов, вот это все, что привело нас к некой ленивому образу жизни. И от этого всего нужно избавляться. Потому что малоподвижность, в принципе, оно-то и все ведет потом к некой деградации, так скажем. Одна из причин у молодежи – это лень, да? Это лень, и это вот те удобства, которые мы сегодня имеем. Тот же автомобиль, тот же телефон. Допустим, не пойду соседу, спрошу, а лучше я ему позвоню. Вот, в принципе, оно приводит нас к малоподвижности. Но в этом случае человек должен контролировать себя, ставить себе некие рамки, воспитывать себя. Как недавно общалась и говорит, часто занимаешься спортом? Ну, с машины до кресла, с кресла до машины. Да, так оно и происходит, С кухни до дивана, то есть. Но опять же, каждый для себя должен четко понимать, в каком мере заниматься этим спортом. Так скажем, тот здоровый образ жизни. Вот в свое время Уинстон Черчилль сказал, благодаря своим долголетиям я обязан спорту, которым я никогда не занимался. Вот он, так скажем, с неким юмором. Это для понимания того, что спортом нужно заниматься, но в умеренном количестве. Да. Артем, скажите, пожалуйста, вы учитесь в колледже, да? Как вы считаете, в учебных заведениях достаточно ли уделяется время физической подготовке, развитию молодых ребят? Я считаю, что в колледже можно было увеличить вот это время для проведения спорта. Также вот бывает часть студентов идут в сторону и покурить. Но я считаю, что нужно выбрать им отдельное место, чтобы, допустим, те, которые еще не определились, какой образ жизни вести, то чтобы не брали с них пример, а чтобы брали пример с тех, которые занимаются спортом. А как вот молодежь, та, которая занимается спортом, должна мотивировать? Говорит, приходи к нам, оставь эту сигарету, давай лучше поиграем в футбол, волейбол. Что нужно делать? Ну, наверное, показывать результаты, которые добился спортсмен, и показывать, к чему приводит занятия спортом, а не то, к чему приводит курение, алкоголь и так далее. А какие-то спортивные мероприятия проводятся у вас? В колледже, к сожалению, редко проходит. Ну, вы, наверное, все равно что-то наверняка, волейбольные какие-то турниры, наверняка да, что-то проходит. делается, да? Угу. Спасибо, Марина. Вот вы как посещаете ли вы какие-то спортивные секции и вообще в Чадорлунге, вы живете в районе, как бы район Чадорлунга, да? Есть ли там какие-то места, секции, куда молодежь может пойти заниматься спортом? В Чадорлунге есть спортивные секции, такие как футбол, вольная борьба, баскетбол и волейбол. Я тоже раньше ходила на баскетбол, но была нехватка времени, и мне пришлось оставить. На баскетбол ходили, да? Да. А для чего? С какой-то целью там вытянуться, не знаю, тоже все-таки рост? Да. Какой-то И подростки. интересно играют. А как вы считаете, вообще спорт это чисто мужское дело или много девушек? Нет, которые много занимаются девушек, этим? даже вот олимпийские чемпионки тоже есть, которые вот занимают призовые места. Мне кажется, это как и для женщин, так и для мужчин. А в автономии знаете ли вы примеры девушек, которые чего-то добиваются и на уровне республики? Вот и Дона за границей? Керри, вот, кажется, она тоже выступает везде и занимает призовые места и показывает хорошие результаты. Как вы считаете, это пример для молодых Да, ребят? пример. То есть должны следовать, да? Ну, не прям профессионально, наверное, можно заниматься так, потому что, наверное, мальчики будут бояться тех девчонок, которые умеют драться, постоять за себя. Но все равно это нужно, наверное, для каждой девушки как-то, да? Как вы считаете? Нужно ли это, уметь постоять за себя, Конечно. развивать какой-то дух Да. спортивный? Спасибо. Иван, вы профессиональный боец. С чего начинался ваш путь? Почему вы решили заниматься борьбой? Мне это просто нравилось в детстве. Я сам захотел пойти на борьбу, как бы
Ну, я с дядей как бы в селе, у нас в селе в Томе был как бы спортзал, и мы туда шли, как бы дети, мне это было интересно. Я пошел туда, потом как-то захотелось профессионально заниматься. И как бы мой друг учился в спортивном лицее в городе Камрад. И предложил как бы мне туда пойти. Я пошел и начал заниматься профессионально. Чего-то хотелось добиться, чего-то. А чего вы добились? Какие успехи у вас? Где-то вы Не очень участвуете, хорошие, мне наверняка. они не нравятся, но я боролся на Европе и на мире, занимал 5-е место, многократный чемпион Молдовы. Как бы хочется, чтобы поднять и 1-е место на мире взять, чтобы поднять Гагаузию как бы на мировой уровень, чтобы они тоже говорили. Надо гордиться, этим надо гордиться. Мы желаем вам, конечно, удачи и успехов в дальнейшем. А вообще вы сейчас и учитесь, да? Я как знаю, пошли учиться дальше на тренера, да? Как бы я закончил спортивный лицей в городе Камрад и сейчас учусь на тренера в Как вы университете. считаете, какой уровень у нас подготовки спортсменов, уровень тренерского состава, насколько они профессиональны? Не сказал бы, что все тренера профессионально тренируют, но как бы у нас в Камраде есть тренера, которые очень хорошо тренируют. У нас мой тренер Самил Васильевич, он главный тренер сборной Молдовы. Ваш тренер кто? Есерий Васильевич. Кто? Есерий Васильевич. Спасибо. Артем, примар города в репортаже Сергей Анастасов говорил, что много различных спортивных кружков у нас имеется. А каких знаете вы? Какие вы посещали? Я знаю вольная борьба, бокс, футбол, самбо, дзюдо, шашки, шахматы, всякие разные. И как вы считаете, достаточно ли, вот как говорит примар, достаточно ли у нас все-таки уделяется внимание спорту? В плане, кто уделяет? Молодежь? Вообще и молодежь, и власти. Ну, молодежь не сказала бы, что сильно уделяет внимание, потому что многие предпочитают дома посидеть или пойти где-то с друзьями погулять. А власть, я считаю, что они стараются полную силу давать, чтобы молодежь занималась спортом. Полную силу. Но все равно у нас все-таки достаточно развит, по сравнению, может быть, с другими. Спорт все-таки достаточно развит, и у нас разные секции, спортивные комплексы в Камрате. Но еще в Камрате, ладно, как-то хорошо, а как в селах обстоят дела? Знаете ли вы? Наверное, не знаю. Не настолько. А есть ли у вас какие-то примеры ребят, которые продвигают нашу автономию как в пределах республики, так и за страной, за границей? Ну, я знаю, вот есть 2 брата-близнецы, они снимают на YouTube, Андрей и Игорь Градинари. Они занимаются спортом, снимают на видео и тем самым мотивируют тоже своих сверстников заниматься спортом. Спасибо. А Степан, как вы думаете, достаточно ли продвигается вот это, что нужно заниматься спортом? Достаточно ли информированности у молодежи? Что нужно думать о своем здоровье? Как вы считаете? Считаю, что не совсем. Даже взять на примере, я не человек того времени, но по истории в советское время, насколько я знаю, было даже по радиовещанию, там в 12 сколько, сейчас типа 5-минутный перерыв, и вся страна оставалась, занимаясь какой-то разминкой. И пропаганда, так скажем, к спорту была более яркой, и в сравнении на сегодняшний день, конечно же, это есть огромная разница. Вот даже, как говорил примар Анастасов, есть какие-то там турники установлены, еще что-то, но именно по части организации вот этого всего, я думаю, хромает. Нужно именно организаторскую часть наладить. Потому что оно-то есть, но те же какие-то соревнования или еще какие-то добровольные там секции, кружки. И не чисто брать только спортивную, так скажем, спортивный круг этих ребят, но более массово брать, затрагивать и других.
Не исключение, что и люди чуть более преклонного возраста тоже хотят заниматься каким-то видом спорта. И У да, нас это, по-моему, вообще никак не практикуется, Вот- что пожилые люди ходили куда-то в тренажерные залы, и где-то видеть их даже на площадке. На вот улице. этого нет. Да, для молодежи что-то и предназначено. И уже молодежь сама по себе там ничего не организуется. Кто имеет желание, тот и занимается. Но, допустим, даже если брать другую категорию, можно сказать, они в некой степени ущемлены. И я думаю, властям нужно обратить на это внимание и решать этот вопрос, потому что от этого и зависит здоровье нашего общества. Вот, Марина, как вы думаете, вот такой, если можно так сказать, спортивный менталитет необходимо ли развивать, даже если замечаешь, когда кто-то бегает на улице, например, по Камрату, как-то на это, можно сказать, не так смотрят и думают, то есть к этому немножко отрицательно относятся. Как вы думаете, есть ли такое вообще у нас? Замечали ли вы такое отношение взрослого поколения, молодежи, что как-то это Наверное, нет, непривычно потому у нас? что мне кажется, что вот если видим, когда люди занимаются преклонного возраста спортом, то молодежь, наоборот, должна брать пример, потому что им, наверное, здоровье больше позволяет. Спасибо. Напомню, что у нас в студии эксперт Петр Мордаль, кандидат в мастера спорта по самбо, пятикратный чемпион Республики Молдова и многократный призер по дзюдо. Спросим теперь его мнение о том, достаточно ли молодежь уделяет время спорту у нашей автономии. Петр, поделитесь, пожалуйста, вашим мнением, достаточно ли уделяется внимание спорту как со стороны молодежи, так и со стороны властей нашей автономии? Для начала здравствуйте. Что хочу заметить, что совершенно точно ребята замечают, что спорт и здоровый образ жизни – это немножко разные вещи. Это очень хорошо, что ребята понимают, потому что спорт, он требует чуть-чуть больше, где-то даже готовность тому к травмам или к чему-то, это другое. Здоровый образ жизни – это, конечно, быть в хорошем расположении духа, правильно питаться. Это и есть здоровый образ жизни. Заниматься зарядкой, то есть не перенагружать, не давать больших нагрузок для организма, как при подготовке на чемпионаты Молдовы, автономии, мира, Европы и так далее. Так что это мне очень нравится, что ребята разграничают эти понятия. Что касается непосредственно вашего вопроса, вот Степан тоже очень четко заметил, что по поводу именно организации властями, именно организации каких-то спортивных мероприятий, я считаю, что а мало уделяется время. Очень мало уделяется времени и подготовки к этим всем делам. Спортивных залов достаточно. Я считаю, что у нас в городе достаточно выбора для того, чтобы заниматься здоровым образом жизни. И спортом, кто хочет спортом, кто хочет здоровым образом жизни. Достаточно у нас и турников, и брусьев, и ездя по разным странам, честно говоря, есть города, в которых просто невозможно найти турник. Вот хочешь турник и говоришь, что у меня вот, допустим, в городе на любом углу есть турники, ходишь, можешь заниматься. Я считаю, что нужно больше заниматься организационными моментами, собирать молодежь, а именно этим должна заниматься власть. Она должна заниматься организацией, привлекать людей больше, не каким-то профессиональным соревновательным выступлениям, но собирать их больше к этим турникам, к брусьям, спортзалы, делать какие-то мероприятия, организации. Я считаю, что у властей хромает по этому поводу. Что-то все равно делается, но, наверное, Что-то все равно делается, да, и мы вот констатируем это даже вот с таким вот, что-то все равно делается. Что-то делается, конечно. Достаточно. Не бездействуем же, и не бездействует прям не настолько же прямо бездельники, что что-то делается. У нас есть и вот и чемпионы, то есть Есть, уделяется конечно, внимание. уделяется внимание, я согласен с этим. Невозможно не спросить, Еще хочу добавить по поводу наших сел. Вот это очень важно. В селах, в многих селах есть, что ничего нет.
Понимаете, ни спорткомплекса одной никакого. секции, никакой, Очень ничего. многие, Я да. считаю, что молодежь вот закончил спортивный лицей, пошел дальше учиться на тренера. По окончанию спортивного лицея уже имеешь право тренировать на территории автономии. Надо себя в этом тоже пробовать. Надо пробовать, и детишки смотрят за тобой. Показываешь им, вот я не знаю, с какого ты населенного пункта, да. Но надо в населенных пунктах что-то, не обязательно должен быть борцовский ковер и так далее. Я у детей собираю, когда приезжаю домой, собираю их вот там в поле где-нибудь. Все им что-нибудь показал, все им интересно, все привлек их. Откуда возникла ваша идея проехать на велосипеде 1450 километров из Праги до родной Гагаузии? Она возникла у меня спонтанно, именно прям приехать глядя на коронавирус, на эти непонятные движения. Хотелось показать, во-первых, что гагаузы — это те люди, которые стремятся к свободе, и мы готовы пересекать границы при любых закрытых границах. Что я и показал, что мы достаточно свободолюбивый народ. А как вас встретили здесь у нас? Как оценили вот этот ваш поступок? Приурочили к... Я даже не на этот вопрос, наверное, буду отвечать, а как меня встречали люди. Потому что как меня встретили, наверное, здесь это не будем обсуждать. А встречали меня люди очень тепло. Очень тепло, и не только даже в Гагаузии. Везде люди, когда видели, что сразу видно по человеку, по моему снаряжению, что я еду очень издалека, они удивлялись, что я один. Как так? А что такое? Ну, я говорил, что вот есть такие мы гагаузы, и все такие, как я. Они говорят, ну ничего себе. У вас только титул. Почему, если можно ответить на этот вопрос, вы оставили спортивную карьеру и уехали за границу? Я не оставлял спортивную карьеру. Я не уезжал никуда за границу. У меня дом здесь. Я здесь родился, я здесь и живу. У меня такое внутреннее состояние мое. Я не могу находиться на одном месте постоянно. Мне нужно и выезжать. У меня не было такого года, чтобы я где-то находился больше, чем на своей родине. Уехал я туда. Точка, которая послужила мне для того, чтобы я отсюда уехал, я в ту точку и приехал. Это Главное управление по делам молодежи и спорта. Точка, по которой мне пришлось уехать. Что бы вы могли пожелать молодым ребятам? Молодым ребятам даже не столько спортивных каких-то серьезных достижений, как здоровый образ жизни. Вот здоровый образ жизни, он намного более важнее, чем спортивные достижения. Я тоже иногда ухожу от профессиональных подготовок. Ухожу, что организм должен не отдыхать, нельзя организм часто перенагружать, постоянно быть в таком ритме. Я и сам человек такой, что я не могу даже на 99% я не могу выкладываться, я на все 200 выкладываюсь. Так что иногда нужно отдыхать. Ухожу, оставляю немножко спорт в сторону, здоровый образ жизни, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо вам. Это было экспертное мнение Петра Мордарь. А сейчас мы возвращаемся к нашей дискуссии. Ребят, давайте мы аргументируем такое высказывание, что лучше ли заниматься спортом профессионально, нужно ли ходить на какие-то секции, заниматься с тренером, или же все же это возможно делать, чтобы поддерживать свое здоровье, можно заниматься как-то спортом, какими-то физическими упражнениями дома. Сейчас век технологий, есть интернет, можно включить, там много всяких упражнений и заниматься, купить там спортивный инвентарь домашний, заниматься дома спортом. Вот ваши аргументы, плюсы и минусы. За вы это или против? Кто хочет первый начать? Абсолютно за то, чтобы именно в плане начала какого-то тех же тренировок нужно, во-первых, обследовать сам организм. Может, есть какие-то повреждения позвоночника, есть какие-то защемления. Поэтому сначала вот этот момент нужно определить, нужно вылечить, и потом приступать к каким-то упражнениям, каким-то занятиям, каким-то дополнительным нагрузкам. Да? И это, как и Иван говорил до этого, это только может определить тренер.
в зависимости от спортсмена, от состояния того человека. Он уже знает, какую нагрузку ему дать, какие виды упражнений ему нужны. Потому что каждый человек, он индивидуальный, и подход к определенным вещам у него тоже свой. В том плане, чем он хочет заниматься и какого результата он хочет достичь. В зависимости от этого и тренер дает ему, так скажем, тот комплекс упражнений, который ему необходимы. Потому что есть и комплекс упражнений, которые могут навредить. Не всегда там, можно сказать, что я там побегаю, и иногда и тот же бег может навредить. То есть самостоятельно это выявить? Поэтому к этому нужно тяжело. нужно очень ответственно относиться к этому вопросу. И резко тоже так сегодня проснулся, захотел заняться спортом? Нет, тоже нет. неправильно. И в этом плане даже сама мотивация к этому. Мы ставим перед собой огромные цели, и в большинстве случаев у нас не получается этого достичь. Бросаем, потому что возникает некое разочарование. Поэтому к этим вещам, как и вредные привычки, они приходят постепенно. Вот поэтому и вот эту сторону нужно тоже постепенно наращивать. Там в неделю раз выйти побегать, там какие-то физические нагрузки, и постепенно это наращивать. Это не будет стрессом для организма, и это будет тем правильным подходом. Ваши аргументы, как вы считаете, обязательно ли с тренером, или это можно самостоятельно дома делать? Ну, считаю, можно и самостоятельно заниматься. Вот как у нас был карантин, и все залы, все было закрыто, и все спортсмены, чтобы хотя бы чуть-чуть не сбавлять свою форму, занимались дома. И также можно и в обычный день там, или дне в карантин заниматься дома. У нас, как вы выделили, сейчас время технологий, современные даже телевизоры открыл, там уже есть интернет, можно, смотря в телевизор, там открыть какого-то тренера или спортсмена и по его примеру или открыть какие-то тренировки, заниматься дома. Вот даже есть в интернете онлайн-фитнес, вот смотришь, как вот что делает, да, тренер делает, и ты повторяешь дома. Как думаете, это удобнее, чем, или это нужно время, выходить куда-то? Это же тоже нужно время, чтобы куда-то идти, Марин. Ваше мнение, ваши аргументы? Мне кажется, что это удобно, но все же, мне кажется, нужна компания, потому что одному будет скучно, да, и это может быстро надоесть. Можно онлайн как-то подключиться по Zoom с друзьями. Давайте вместе побегаем. Возможно такое, чисто теоретически? Думаю, что это не будет очень удобно. Все-таки лучше куда-то пойти, да? Да. В компанию. Наверное, да. Хороший аргумент. Ваши аргументы еще. Вот сказали, например, включите в интернете, посмотреть. Этот тренер не знает, какого ты состояния, например. Ты смотришь, он дает упражнения например, для профессиональных. Ты не знаешь, какие он упражнения. Если он тебе дает, ты личный тренер должен быть, вот смотреть за тобой, в каком ты состоянии. Может, ты крупненький какой-то, и он тебе чисто мало дает упражнений. Или больше дает, чем надо тебе. Вот все равно нужен тренер рядом, чтобы он тебя видел и смотрел, в каком ты состоянии, и тогда давал, а не так в интернете посмотрел, и этот тренер дает всем упражнения одинаковые. Например, вот я могу больше сделать, вот кто не занимается, если посмотрит то же видео, например, он дал мою норму. Если этот мальчик, он же не сделает столько, он только навредит себе. А вот вы как думаете, может, есть Могу немножко не согласиться с Иваном, потому что сейчас огромное количество В видео там интернете можно, для профессионалов, новичков, для худых, более крупных как ребят. То есть тоже есть Там же видео. пишут, если вы новичок, первый Да, день, если на первый вы день новичок, так откройте делается, да? такое видео. Если вы уже занимаетесь, откройте это видео, посмотрите. Как вы к этому аргументу? Но, если можно, я отвечу. Есть такой момент, как правильность выполнения упражнений. Да, можно найти для новичка, можно найти там для пухлого, для худого, для любой категории. Но за правильностью выполнения этих упражнений интернет не проследит. Вот здесь-то как раз-то на начале всего этого необходим тренер, который покажет тебе, нужно здесь приподнять, здесь опустить, как правильно, допустим, ту же ласточку держать, да, или какие-то упражнения. Интернет этого не заменит. Поэтому тут необходимо тренерское вмешательство обязательно. Но только в плане тренерства, а еще какие есть плюсы, может, у вас какие-то аргументы, ну, кроме тренера? Еще бы сказал, что вот, например, вот как вы видео смотрите, один день занимался, 2 дня, на 3-й день тебе уже, как я знаю, на карантине, я многих мальчиков знаю, как профессионально занимаюсь, как другие страны, с многими общаюсь.
все равно они неделю позанимались, вторую неделю без тренера, они уже все как бы уже расслабились туда-сюда. А если еще не это профессионально, они расслабились. А что говорить о том человеке, который не занимается? Он один день позанимался, 2 дня позанимался, он на третий, один день отдохнул, 2 дня отдохнул. И так получается. А тренер хотя бы чуть-чуть, но мотивирует тебя. А вы как думаете, нужен ли тренер или можно самостоятельно себя мотивировать? Я должен, нет, я должен. У меня стержень Сейчас, какой-то. как я тоже говорил, есть много мотивирующих видео. Там разных спортсменов, которые, допустим, вот я смотрел, Дэвид Лейт, он с 14 до 17 лет стал самым известным блогером, который добился какого-то очень огромного успеха. Спасибо большое. Это были молодежные дебаты. Напомню, что тема нашей сегодняшней программы – здоровый образ жизни и его ценности, а также наши участники Степан Караяни, Недялко Артем, Стоянова Марина и Недялко Иван, а также наш эксперт Петр Мордарь, кандидат мастера спорта по самбо, 5-кратный чемпион Республики Молдова и многократный призер по дзюдо. С вами была ведущая Елена Янак. До скорой встречи в следующем эфире.